Вітаю вас, друзья. Итак, вітаю вас на канале Реалити и в ТикТок Аслан Арцуев. Время 17 часов 2 минуты по Берлину, 20 июля 2025 года, 18 часов 2 минуты по городу Джохару, друзья. Я вас всех сердечно приветствую. Сегодняшний свой стрим я назвал «Глубинные бомбы для бункеров Путина. 50 дней до уничтожения имперской России». Вопросительный знак. Давайте об этом и многом другом поговорим. Но всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, пожалуйста, не пишите комментарии и не распространяйте ссылку на наш стрим. Все остальные присоединяйтесь, общайтесь, задавайте вопросы и так далее. Приветствую, Али. За прошедшие сутки уничтожено и ранено 1040 бандитов российских, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы, 1 РСЗО система, 270 БПЛА сбито, 23 крылатые ракеты, 121 автомобильная техника и цистерны уничтожены. С чем я вас всех, друзья, и поздравляю. С чем я вас всех и поздравляю. Эркин, шалом, слава Украине, героям слава, шалом. Приветствую тебя. Так. Что у нас еще тут? Что у нас тут? Давайте я вам прочитаю свой текст, написанный мной 17 июля, опубликованный вчера, о понятии сионизм. И потом мы приступим. Конечно, я понимаю, что все сейчас набросятся и собьют мне весь стрим, будут рассказывать мне про сионизм, про Израиль и все остальное. Но я постараюсь не уходить от линии своего сегодняшнего стрима, но зачитаю вам свой текст о понятии сионизм и искусственном искажении его сущности в современном дискурсе. Аслан Арцуев, председатель Human Rights Center Ичкерия, написано 17 июля, читаю 20 июля 2025 года. В современном мире термин сионизм все чаще становится не столько предметом осмысления, сколько инструментом демагогии и манипуляции. Его подлинный смысл – национально-освободительное движение еврейского народа – целенаправленно подменяется зловещими коннотациями, особенно в авторитарных режимах и в рамках пропагандистских нарративов, активно культивируемых спецслужбами. В частности, российская пропагандистская машина сделала сиониста чем-то сродни клейму, ярлыку, под которым удобно демонизировать инакомыслие, солидарность и само понятие права на самоопределение. Однако сионизм – это не теория превосходства и не идеология господства. Это право народа на возвращение на свою историческую родину, на безопасность, на сохранение собственной культурной и духовной идентичности. Это право закреплено не только морально-исторически, но и юридически. Устав ООН, Международный пакт о гражданских и политических правах, декларации и конвенции о недопустимости дискриминации и геноцида прямо утверждают право каждого народа на самоопределение. То, что для евреев означает Сион, сионизм, для чеченцев означает Ичкерия.
Современный сионизм – это многослойное, многоголосое движение от религиозного до светского, от левого до правого, от либерального до консервативного. Но есть его суть неизменна. Это право быть, быть собой, быть на своей земле, говорить на своем языке, чтить своих предков, воспитывать своих детей в своей культуре. Это то же самое право, за которое борются угнетенные народы по всему миру. От курдов до уйгуров, от тибетцев до чеченцев. Российская пропаганда последовательно принижающая и делегитимизирующая сионизм делает это не из-за исторических, а из-за идеологических, политических и имперских причин. Сама идея, что у любого народа есть право сопротивляться порабощению, равносильно идеологической диверсии против режима, основанного на подавлении. Подмена понятий становится орудием именно с целью сионизм представляют как враждебную силу, как мировую закулису, как нечто зловещее и чуждое. Это не ново. Та же риторика использовалась для оправдания Холокоста, для уничтожения чеченцев в депортациях, для геноцида в Руанде. Ложь всегда ищет универсальные маски. Особое значение в этом контексте имеет стратегический союз России и ряда арабских государств, который неформально, но последовательно выражается в политической, военной и информационной поддержке друг друга в их конфликтах с Израилем и Ичкерией. Это не совпадение. И это нужно, кстати, очень глубоко и обсудить и принять во внимание. Это альянс, основанный на общем интересе подавлении национально-освободительных движений, то есть русско-арабские. Израиль стал воплощением исторической справедливости, восстановленной через государственность. Ичкерия – напоминанием о справедливости, которую все еще пытаются задушить силой. Один защищен альянсом Западом, другой оставлен на произвол судьбы. Но природа их борьбы идентична. Борьба за право быть свободным народом. Именно поэтому я, чеченец и правозащитник, говорю это открыто. Сионизм и ичкеризм – это не угроза миру, это проявление человеческой воли к свободе. Они не зеркало агрессии, а отражение исторической памяти, выстраданной идентичности и отказа подчиниться несправедливости. И тот, кто сегодня демонизирует сионизм, использует тот же лексикон, что и те, что когда-то называли чеченцев бандитами и террористами за попытку жить свободно. Отказ признать право еврейского народа на самоопределение равнозначен отказу признать это право за любым другим народом. Это не просто политическая позиция, это предательство универсальных прав человека. Так же, как отрицание Ичкерии – это не просто дело геополитических приоритетов, а дело права, справедливости и совести. Не бывает правильных и неправильных народов, бывает свобода или ее отсутствие. В мире, где угнетатели объединяются в альянсы гегемонии, мы, народы, пережившие изгнание, насилие и стирание идентичности, обязаны создавать альянсы солидарности и свободы. Мы, сионисты, ичкеристы, курды, грузины, уйгуры и украинцы, связаны общей памятью боли и общей жаждой свободы. Аслан Арцуев, председатель Human Rights Center Ичкерия. Так, далее. Хочу сказать, что мне тут написали комментарий к этому видео, и было там указано, что построение национального, по национальному признаку государства, что это все правильно и так далее. С чем я, в принципе, не согласен. И моя данная статья, мой данный текст не о том, что государство должно быть национальным или этническим.
это слишком упрощенная и зачастую опасная идея, особенно в многонациональном мире. Я говорю о другом. Сионизм, как и ичкеризм, это не догма о монотичности. Это право народа на безопасность, достоинство и политическое самоопределение. Речь идет о том, что еврейский народ после Холокоста, как и чеченский народ после депортации, войн и геноцида, должен обладать реальными механизмами защиты территорий, институтами, возможностью говорить от собственного имени, возможностью защищать своих людей от повторения катастроф. Государства могут быть многонациональными, федеративными, конфедеративными, светскими, религиозными, ориентированными на гражданскую идентичность или на культурную. Это политический выбор отдельно взятого общества. Но право на самоопределение и защиту от уничтожения не предмет дискуссии. Оно фундаментально и универсально. Мой текст не о модели государства, а о праве быть народом, иметь голос, иметь право на жизнь. Это важно отличать. Вот, друзья, знаете, нам часто говорят, почему вы не живете в России, почему вам не остаться с Россией, ведь Россия, она богата, ядерная держава, например, диктатор ливийский, да, или как правильно, Муаммар Каддафи, который свой же народ отправил на тот свет, сказал как-то: мусульманин, там все такое, там борется против американского империализма, да, самое главное, нам русские рассказывают, что американский империализм это самое главное зло, и вот он против них борется, против европейцев борется, и так далее, и так далее. И у нас на территории Чеченской Республики Муаммара Каддафи поддерживали. Сейчас я понимаю, что его поддерживали ГРУ и ФСБ чеченской национальности и их марионетки, а также полезные товарищи, которые подверглись пропаганде и поддерживали его. И он сказал, что почему вы, чеченцы, когда мы истекали кровью, мы просили все страны на этой земле, как мусульманские, так и не мусульманские, помочь нам, помочь защитить нас, помочь отстоять нам нашу свободу, просто признать наши права. Не требовалось вводить войска, мы не требовали оружия, которое нам никто не давал, ни денег нам никто не давал, ничего. Просто соблюсти не наши права, свои ценности, которые десятилетиями, столетиями пропагандируются. И в это время, так сказать, брат-мусульманин Муаммар Каддафи сказал, что а почему вы не живете в России? Это ядерная держава, чеченцы, живите с Россией. Будьте с Россией, говорил нам Муаммар Каддафи. И вот, знаете, многие задают вопрос, почему, да, реально Россия богатая, у нее нефть, вон якутские алмазы, вон Руслан Кутаев, которого Гордон и Украина рекламирует, который человек абсолютно пророссийский, открыто об этом заявлял, что он всегда останется с Россией, но вот в Украине таких почему-то поддерживают. Несмотря на якутские алмазы, на уренгоевскую нефть, там, газ и все остальное, почему вы хотите уйти? Да, мы хотим уйти, потому что не быть под оккупацией России, потому что нам нужны гарантии безопасности. Нам нужно, чтобы нас каждые 50 лет не уничтожали. В 19 веке нас осталось 6% от 2 миллионов. Представьте себе, от 2 миллионов осталось 120 тысяч всего человек. В 20 веке подвергались также репрессиям, как, ну и весь, конечно, советские, российские, советские народы. Но больше всего в процентном соотношении пострадали мы с ингушами. Нас уничтожали, когда всех наших мужчин отправили на фронт. Представьте, как можно быть страной, которая всех наших мужчин отправила на войну, которую вместе с Гитлером и Сталином сами начали. Всех наших мужчин поголовно собрали, отправили на войну. А всех наших женщин, детей и стариков, когда они уже победили,
То есть в 1944 году, в январе, когда уже договорились с Америкой и с Великобританией поделить мир после Тегерана, уже немцы отступали, и было понятно, что только лишь капитуляция Германии будет только лишь исходом этой войны. Когда войска, советские красные войска, находились уже далеко от Кавказа, а на территории уже сегодняшней Европы, Европейского Союза, в странах Чехии, в Польше и других местах, всех наших женщин, детей, стариков под видом депортации, вероломно заселив каждый дом по 2-3 офицера, по 2-3 солдата и офицера в каждый дом под видом проведения 23 февраля парада вооруженных сил, и все чеченцы и чеченки, у которых сыновья, братья, мужья были на фронте, с радостью принимали этих людей, кормили их там, все, что им необходимо, давали. И эти люди их собрали и под видом депортации, то есть переселения с одной точки в другую точку, а фактически под этим видом совершили акт геноцида. И погибло от 60 до 70% чеченцев и ингушей. В основном женщин и детей, и стариков. Потому что только там они и были. А мужчины погибали на фронте. И вы хотите, чтобы мы остались этой страной в 91 году, соблюдя ленинскую, сталинскую, последнего образца советские конституции, соблюдя международное право, проведя референдум еще в 90-м году, вообще национальный съезд чеченского народа, где от каждой 1000 человек были представители чеченцы, это древняя чеченская традиция, вот так представлять. В 90-м году, когда еще был Советский Союз, то есть Москва была не против, когда мы стали уже как в соответствии с законами Верховного Совета РСФСР и СССР, стали равными автономные и союзные республики, первой с территории, с нашей территории вывела Россия на постсоветском пространстве свои вот эти вооруженные бандформирования, свою армию. После этого, называя нас вчерашними советскими своими согражданами, напала вероломно и уничтожила вероломно более 25% чеченского народа, более 250 тысяч граждан Чеченской Республики Ичкерия. Нам нужна безопасность, нам нужна гарантия, что каждые 50 лет какой-то сумасшедший в Кремле или там на Лубянке не будет снова нас уничтожать. Только лишь потому, что ему хочется там по какой-то причине. В 1944 году, видимо, они боялись турков, что туда придут турки, и поэтому нас выселили оттуда. В 19 веке нас уничтожали, потому что вот нас хотели захватить, и им нужно был коридор там в Персию пройти. И вот когда им вздумается, когда захотят, вероломно нас убивают. Именно поэтому мы не хотим. Мы хотим гарантий для своих детей и внуков. Мы хотим ответственности от России за уже совершенные преступления. Поэтому мы не хотим быть с Россией. У нас все очень рационально и прагматично. Мы, чеченцы, очень прагматичные люди. Дайте нам жить, созидать и гарантии, что вы нас не будете уничтожать, как стирать нашу идентичность, бороться с нашей культурой, с нашим древнейшим самосознанием, древнейшей цивилизацией, которую на протяжении всей истории русские уничтожают, больше даже, чем нас самих. Нас они хотят сделать солдатами, а вот культуру нужно уничтожить. Так вот, если вы нас уничтожаете культурно, солдаты из нас не получатся такими, какими вы нас видите, когда вы воюете против нас. Понимаете? Это две большие разницы. Тогда мы станем Иванами, не помнящими родства. И все, и не будем особо отличаться от ваших солдат.
Понимаете? Как, в принципе, вы сами и говорите, что вот кадыровцы, когда они воюют, чеченцы воюют против России, у них там дух, отвага, доблесть. А когда за нас, что-то у них это все теряется. Вы сами об этом говорите. И это правда. И это правда. Потому что то, что делаем мы делаем это только для вот в то, что верим. За деньги такое не сделаешь. Так, друзья, вот такое вот вступление. Давайте об этом и многом другом поговорим. Уверен, комментариев уже тут много. Посмотрим, что вы тут пишете. Так. Салам, Казахстан. Куда ты хочешь уйти? Ну, дадут вам независимость. И что, вы будете окружены Россией? Нет, апостол. Во-первых, у нас граница с Грузией есть. Да, большая часть территории, вы нас обложили со всех сторон. Это правда. Но у нас 80 километров, это граница с Грузией. Я думаю, более чем достаточно, чтобы построить себе дороги и все, товары возить. Также есть воздушные ворота, как известно. Воздушные ворота. Можно сделать самый мощный самолет, аэропорт, как в Дубае. И там каждый день будут люди летать. Поэтому в этом смысле у нас особых проблем я не вижу. Но и Россия не вечна, как ты понимаешь. Вот, например, когда Дональд Трамп дал 60 дней Ирану, на 61 дней на него обрушилась просто Божья кара с неба, с небес. Поэтому через, в начале сентября, да, 2 сентября, по-моему, давайте посмотрим, что станет с вашей Рашкой. Но это же еще не вечер, как говорится. Даже и сентябрь, и октябрь, и ноябрь будут массированные бомбардировки Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. Глубинные бомбы будут падать на бункеры Путина. Его будут пытаться уничтожить. Точнее, его, если стрельнут, то наверняка уничтожат. Там пару процентов, что его могут не уничтожить. Остальное шансов у него нет. Поэтому не зарекайтесь, что ваша Россия окружает вокруг там полностью. Нет, ничего страшного, да, как говорится. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Ажа, мичеру моя, знаешь, друзья, вы должны думать о своей безопасности, друзья. Мичеру моя лырлу, друзья, будьте осторожны. Мой канал находится под жестким, тотальным контролем. Мне интересно бывает наблюдать, как разные деятели, некоторые, может быть, просто глупые, может, малолетки, когда пытаются сказать, что я не чеченец. Спрятавшись за никами, мне так весело бывает наблюдать, спрятавшись за никами, не осмеливающиеся ничего говорить открыто, прямо, разоблачать, вести расследование, разоблачать российскую фашистскую машину, мне начинают рассказывать, что я не чеченец. Мне так весело от вас.
Я уже 10-11 лет нахожусь здесь, в Германии, в Европе, и занимаюсь активно нашими вот этими всеми делами. Я вас никого не вижу за все это время. Мне иногда кажется, что вас просто не существует. А вы мне такие вещи пишете. Какие вы веселые, да. Слава Украине! Героям слава! Героям слава! Так, сейчас, подождите, найду, где вы тут начинаете мне писать, что то чуть-чуть перемотаешь, и все уходит вниз, и все потом вверх что-то. Даже про западных источниках нет таких цифр про уничтожение 250 тысяч чеченцев. Но, например, есть такой, сейчас я найду тебе интересный персонаж. Сейчас мне тут нужно было открыть кое-что. Есть такой известнейший просто журналист, интересный деятель. Его зовут Фредерик Старр. Это американец, который, я думаю, связан с глубинным, возможно, с ЦРУ, с глубинным государством. И вот здесь он пишет в 2004 году, обращаю внимание. Вооружившись этим, он готов упорно продолжать жестокую войну, которая унесла жизни 500 россиян всего за одну недавнюю неделю и убила жизни 500 россиян всего за одну недавнюю неделю и убила с начала войны около 200 тысяч чеченцев, четверть их населения. Это 2004 год. Еще тогда кровопролитие продолжалось, концлагеря по всей республике были. Это также про западное, то, что ты меня спросил. Это очень уважаемый, очень весомый человек, изучает Кавказ, изучает Ичкерию. Человек очень такой посвященный, скажем так. Фредерик Старр. Это вот он. Его статья называется «Неужели нет никакого пути урегулирования девятилетней чеченской кровавой войны?» Так называется. Наш же президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия называет более 250 тысяч на сегодняшний день потери чеченцев в русско-чеченских последних войнах, которые, кстати говоря, вот это последняя, вторая русско-чеченская война, а это пятая ваша агрессия на молодую Ичкерию. Ваш же гауляйтер, который ничего не говорит без разрешения Кремля, гауляйтер Чеченской Республики Ичкерия Рамзан Кадыров заявляет о 300 тысячах, ваш губернатор, ваш человек, о 300 тысяч убитых, около 300 тысяч убитых граждан Чеченской Республики Ичкерия. Я надеюсь, ответил на этот вопрос. Так, на этом канале никогда не лгут и говорят только проверенные факты, понимаешь? Мы ничего не придумываем, понимаешь? Если бы я что-то придумывал бы, я уже более 6 лет веду этот канал, меня бы завалили бы заявлениями ваши же, вот эти ваши мерзавцы. Хотя на меня писали заявление в Генеральную прокуратуру здесь, в Германии. Писали на меня и в полицию заявление, что я там что-то кому-то где-то угрожаю и так далее. И все это не стоило выведено яйца просто. Просто в Генеральной прокуратуре где-то там потерялось это письмо, меня даже не побеспокоили. Другой случай, мои адвокаты за бесплатно, кстати говоря, решили этот вопрос очень быстро. Ну, как-то так.
Поэтому мы говорим только правду. На этом я абсолютно независимый человек, абсолютно свободный человек. Я критикую и говорю все, что считаю нужным, и никто не вправе мне указывать, что мне делать и как говорить. Немецкий основной закон Grundgesetz позволяет мне выражать свое мнение честно, открыто, и никаких вопросов пока не возникало. Это я тебе как юрист говорю. Так, пойдемте дальше. Пойдемте дальше. В Москве одни нацисты, они ненавидят всех нерусских, даже братский народ Украины ненавидят они. Но не знаю, насколько он братские, они и друг друга ненавидят. Еще 42 тысячи детей убили русские. Абсолютно, Эркинса, полностью, да, я забыл это сказать, более 42 тысяч детей уничтожено, похищено огромное количество детей. Понимаете? Огромное количество детей похищено. Это такая русская имперская традиция похищать детей во всех войнах. И у нас, к сожалению, тоже похищали русские детей. И потом под видом чеченцев, они нам их потом присылают. Они, может быть, даже говорят хорошо на чеченском, когда ты с детства учишь чеченский язык, говоришь на чеченском 2-3 года, 4-5 лет, если ты говоришь только на чеченском языке, то когда ты даже вырастешь в русском обществе, ты на своем чеченском, если его еще будешь практиковать, то ты будешь на нем говорить без акцента, как чеченец, и выглядишь, соответственно, как чеченец. Но перепрошивка произошла, и ты уже манкурт, работающий на русню. Тебе там сказали, что нужно великую Россию поднимать. Вот как-то действует фашня руснявая. Западные источники брали цифры у русских, говорит Фри Ичкерия. Да, чаще всего да. Но вот Фредерик Стар говорит о 200 тысячах. Основа, существует ли вероятность того, что США официально признают независимость Ичкерии? Я уверен, что так произойдет. Я в это верю, и я в это уверен, что так произойдет. Но для того, чтобы они нас признали, американцы, нам нужно самим признать свою Ичкерию. Понимаете? Если никому эта Ичкерия из чеченцев не нужна, именно этого русские добиваются. Именно поэтому они дробят нас на разные там Имарат, Кавказ, там Халифат, там еще что-то. Если вы обратите внимание, некоторые лица, которые очень сильно якобы борются против России, может реально борются, они слово Чечня используют вместо Ичкерия. Вот лишний раз не сказать слово Ичкерия. Понимаете? Это вот у них такая вот важная такая вот такая загогулина, такая запятая такая важная, чтобы вот не сказать этого. И это очень бросается в глаза для тех, кто не посвящен вот эти вещи, дела. Потом используется флаг, например. Флаг должен быть у нас герб чеченский с пятиконечными звездами, как вот у американцев. Вот некоторые симулякры, которые изображают из себя сторонников Ичкерии, у них девятиконечные. Это они таким образом хотят на американцев не похожи. Это у них скрытый такой американофобство, скрытое у них такое. Таким образом они хотят показать, что ничего общего нет у нас с Америкой. Там. Даже звезды, если они совпали, по пятиконечности. Поэтому в этом смысле работа против нас ведется большая. Нас пытаются специально раздробить, сделать так, чтобы мы, чеченцы, говорили о чем угодно. О Палестине говорили о, там, я не знаю, об Африке, об Сирии, о чем угодно. Только что мы не говорили о своей демократической правовой Ичкерии. Понимаете? Некоторые лица сидят, которые здесь вроде бы ведут какую-то деятельность, и они там рассказывают, сейчас они, правда, под Ичкерию начали косить. Они поняли, что будущего за всей этой болтовней, и вернее им команда пришла, что будущего за всей их болтовней нет, и поэтому им нужно изображать из себя ичкерийцев.
И потом, когда нужно будет, когда на Ичкерию сделают, там, Запад признает, поддержит, там, мы начнем там шевелиться, они вылезут и скажут, а мы тоже, мы ж тоже вот ичкерийцы были и так далее. Для того, чтобы вновь нанести нам удар в спину. Понимаете? Потому что вот так вот им можно обманывать. Мы для них все не мусульмане. Вот если мы не говорим, как их кураторы из КГБ, из ФСБ, ГРУ им говорят, если мы также не исповедуем ислам, то мы не мусульмане у них считаемся. Это, ну, такие радикалы, такие фашисты, фашистующие радикалы. Вот есть такие. Есть искренние радикалы, фашисты, вот эти исламисты, а есть, которые изображают из себя, вот, роль играют. Ну, в основном это, вот кого мы видим, это играющие роль, это агенты российских спецслужб. А остальные, или российских, или каких-нибудь турецких, может, вполне может быть. А так, им нужна, вот за ними должна последовать вот толпа, вот, которую они будут на нас натравливать. Понимаете? Натравливать. Вот. Вот такая вот работа ведется. И мы должны быть к этому, ко всему готовы. И, конечно же, если мы, чеченцы, активизируемся, и знаете, самое главное, это молодежь. 18 лет, 20 лет, 25 лет. За вами будущее. На стариков, моих ровесников, старше меня, рассчитывать не стоит. Те, кто воевал в прошлые войны, на них тоже рассчитывать не нужно. Они уже там пенсионеры, старенькие, там на своей волне там находятся и так далее. Вы, молодежь, 15-летние, 16-летние, 18-летние, 20-летние, 25-летние, ну, может быть, до 30 лет. Вы, молодежь, которая здесь набрались знаний, знаете языки, знаете культуры, и вы будете теми, кто будет продолжать дело нашего президиума. Власть у нас есть в лице президиума правительства, очень в усеченном виде, в подпольном виде, но все равно это сохранилось. Власть наша, это самое главное, вот самое большое достижение. Они сохранили нашу власть, преемственность нашей власти. И вы, молодые чеченцы, и чеченки, и чеченцы, вы, за вами будущее. Я уже столько звал этих взрослых, своих ровесников, чуть помладше себя на дела, давайте, поднимайте. Многие не образованы. Только мирным путем, чеченцы, только лишь мирным путем мы должны действовать. Понимаете? Россия представила нас такими ужасными террористами, что теперь мы в 2 раза больше должны быть мирными, чем любой другой мирный. Чтобы доказать, что мы реально очень даже мирные и грамотные люди, которые можем добиваться мирным путем своих целей. Поэтому всем только мирным путем. Да, нужно быть сильным, нужно уметь ездить на всех машинах, стрелять из всех видов оружия, там, заниматься спортом и все остальное. Но при этом только лишь в рамках действующего законодательства страны проживания и международного права мы сможем добиться результатов. Добиться этого, и вы добиться можете этого. А мы вам показываем просто направление, в которое нужно идти. И только так. Все остальное это западня, это обман. И мы вас ждем, чеченцы, наш президиум вас ждет. Выходите на связь со мной, уходите, с Аядом уходите. Ну, лучше сразу туда, к Аяду, к Алле Дудаевой, к Аяду Идигову. Пишите, Facebook есть, YouTube канал есть. 2 раза в неделю проводим стримы с президиумом, с Аядом. Выходите, разговаривайте, встречайтесь, договаривайтесь, берите на себя какую-то работу, функцию. В основном это информационная борьба. Самое главное сегодня это информационная борьба. Никакие любые другие успехи не стоят, если они не озвучены информационно, если они неправильно преподнесены. Поэтому нас признают США, когда мы себя признаем, чеченцы. А мы себя признаем, когда мы вот эту всю муть, которую нам навязывают, дробят нас исламистами, халифатами, там всеми. Если вот эту всю мы эту муть вот так разгоним, тучи, так сказать, и вот тогда мы
увидим реально, кто борется за свою свободу и идентичность, независимость и деоккупацию нашей страны. У нас все есть, друзья. Мы воевали так, как никто и никогда не воевал в своей истории. Наша задача теперь сохраниться и легитимизировать в правовом смысле это все, в международном смысле это все. И давайте действуйте, чеченцы, чеченки. Вы нужны своему народу. У вас уникальная возможность, уникальный шанс вам выпадает в этой сложившейся истории. Так. Так. Пойдемте дальше. Так, я смотрю. Друзья, я перемотаю вниз. Так, я перемотаю, потому что... Так, подождите, от этого... Уберу, чтобы тут засоряют они меня. Я послушал речь Дудаева, умнейший был человек. Да, совершенно верно, абсолютно. Да, это, конечно, был умнейший человек. Сибирь и Урал возвращаются в Китай. Да, Дальний Восток и Сибирь, часть Сибири, часть Дальнего Востока возвращается в Китай, а остальная Англия и США. Да, поздравляю, русские. Пока вы бились со своими братьями, так сказать, у вас Китай отжал ваши закрома. Интересно, сколько в Чечне рашистов, как вы думаете? Ну, некоторые утверждают, ну базы они есть, некоторые говорят, что более 100 тысяч во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия российские оккупационные войска дислоцируются. И вокруг, по периметру, вокруг Чеченской Республики Ичкерия еще 150 где-то тысяч. Грубо говоря, 250 000, 250 тысяч русских бандитов находится. Причем, когда даже самое трудное время в Украине их не перебрасывают. Их держат как бы в Ичкерии. Козыр модератор, соук ночью, соук.
100 миллионов китайцев едут в Москву выращивать на балконах помидоры. Да, Асланбек. Хорошо-то как будет. Заживем. Заживем. Единственный сосед Китая, к которому нет территориальных претензий, это РФ. Говорит. Да-да, особенно у Китая нет претензий. Япония возьмет свое, абсолютно, 100%. Япония заберет свое. Армения уже ушла под Турцию или там, я не знаю, под Азербайджан или наоборот, не знаю. На территории, ну если на территории Армении будет американская база, на территории Грузии будет американская база, то да, будет очень нехило, Дион, нехило. Видимо, нас Русня готовит как в качестве такого инструмента маленького халифатика, такого гетто, мусульманского гетто, где как сектор Газа будут зомбировать людей и посылать там на Грузию, на Армению, там куда-нибудь там против христиан воюем, типа туда-сюда. В Палестине воевали против иудеев, там, и евреев. И теперь нужно, чтобы теперь воевали против христиан. И тогда и американцам это будет ближе по душе, и Кавказ останется без чеченцев. Вот такие вот планы. Но я уверен, из этого ничего не получится, потому что мы не поддержим российские эти планы. Мы их разоблачили, эти планы. Уже пару лет я уже разоблачил эти планы. Говорю об этом, что и Дагестан, и российские, причем провинции, Дагестан, Ингушетия и Чеченская республика Ичкерия, временно оккупированная, должны объединиться по планам фашистской Русни, которая понастроила мечети, подготовила разных вот этих имамов и мул вот этих разных, подготовили нас для того, чтобы мы там вечно боролись, вели джихад до последнего чеченца, так сказать. Вот такие вот планы у фашистской России на нас. Дмитрий Кечкин, главарь банды УФСБ во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия, специально опытный человек, который, на мой взгляд, и у меня есть этому веские доказательства, причастен и является соорганизатором теракта в Бостоне в 2013 году. И вот этот человек из Дагестана, Ингушетии сейчас со своих российских провинций перекинут в Чеченскую республику для того, чтобы вот возглавить вот этот весь халифатик. Конечно, не он только один, но это так видно такой отморозок, по внешнему виду видно такой напрочь отмороженное такое хлебало. И вот этот отморозок будет управляться из Лубянки Кремля, и вот будет такой, вот вам будет халифатик, они нам хотят построить. И все, кто будут поддерживать этот халифатик, объединение с Дагестаном, с российским Дагестаном, с российской Ингушетией, которые якобы уже не российские, там будут, это все уже готовится, это мы все видим, наблюдаем. Все чеченцы, которые нам начнут рассказывать, что мы должны объединиться с Дагестаном, с Ингушетией в один исламский халифатик или мусульманское гетто, это либо целенаправленно работающие на Кремль враги чеченского народа, либо просто обманутые, абсолютно не понимающие, что происходит люди. И мы заранее об этом уже много предупреждаем, долго уже предупреждаем. Потом, чтобы не говорили, что вот мы там что-то придумали, там, и так далее, и так далее. Как-то так. Так, пойдемте дальше. Все страны за копейки забирают у Путина все. Да,
уже никто и не спрашивает, уже ноги вытирают о великом Путине, да, о великом чертике Путине. Постоянно вы мне задаете вопрос, много зарабатываете на пропаганде, спрашиваете. Вот мне никто ничего не платит, абсолютно. Ну, это очень болезненный вопрос, я тебе скажу. Не только потому, что вы меня обвиняете в том, что мне платят, хотя мне никто не платит. Это на самом деле не очень приятно, когда тебе никто не платит, а тебе говорят, вот тебе заплатили. Еще неприятно, что ты столько времени тратишь, 24 часа я трачу вот на эту аналитику, на вот эту экспертизу, на сбор информации, на анализ ее, написание статей там, и много-много чего еще. И никто не платит. Представь себе, не то, что американцы, немцы, там кто-либо, евреи, никто не платит. Даже чеченцы не платят, понимаешь тебе? Вот что самое тут возмутительное, да? Как так вообще возможно? Когда вы начнете мне платить, американцы, чеченцы, евреи, немцы, когда вы мне платить начнете? Чего это? Вот люди тут пишут, интересуются, а мне нечего сказать. Так дела не делаются. Уже 10 лет бесплатно работаю. Как сюда приехал? Это так не делается. Так дела не делаются. Так. Кстати, кто хочет помочь нашему каналу, реквизиты есть у меня. Можете на нашу правозащитную ассоциацию присылать денег. Если надумаете сильно-сильно, то присылайте. Просто невозможно. Вы тут мне эфир засоряете, пишите просто нормально что-нибудь спросите. Хватает тебе денег в организации, чтобы жить без работы? Ну вот все думают, как бы меня тут обеспечить, профинансировать. Да, Эркин, хорошая идея. Надо собрать со всех. Тут сидят без дела. Сколько вас тут уже? Ну, сейчас все повыходили, Салам алейкум, алейкум ассалам, Албания. Ват, елем, адвокат бол беш ват. Соугырс қолш бо. Алиқан. Мегер, ну, узю. Асан, спасибо тебе за твое дело. Спасибо, пожалуйста, дед. Всегда пожалуйста. Ну,
давайте расскажу про ситуацию на России, которая связана. На России готовится очень серьезный шухер. Ну, если снова Путин не начнет вилять хвостиком и целовать и лизать тапки Дональда Трампа, то у России большие проблемы. Но я думаю, Путин, он как профессиональный лизун, очень быстренько переформатируется и начнет хвостиком вилять. Так, короткие. Видели у маленьких собачек маленький хвостик такой? Вот так будет. А, Просто будет вот так, короче, дергать хвостиком. Так вот, смотрите, что ожидается. Дональд Трамп сказал, что почему вы не наступаете, уважаемый Владимир Александрович Зеленский? Ну, Зеленский сказал, ну вот, нам не хватает, чего необходимо. А потом, а почему вы не бьете по Москве и Санкт-Петербургу? Это Вашингтон-Пост пишет, потом Трамп сказал, что он этого не говорил. Это такая проверка такая, прощупывают, да? Наводят суету, так сказать, запугивают великих русских воинов, которые непобедимы и абсолютно бесстрашные. Да. И по Москве, конечно же, будут бить, по Санкт-Петербургу, конечно же, будут бить, по Екатеринбургу, конечно же, будут бить. И, скорее всего, начнется такая мощная, массированная атака дронов. Россия готовит свои дроны против. Она уже, Россия, очень много подготовила дронов и собирается там по 2000 дронов запускать. Именно для этого сейчас передаются Украине противовоздушные средства, которые будут отбивать эти дроны. Но и, конечно же, по России будут наноситься эти же удары, вот эти воздушные удары. Потом, когда уже Россия, это может протянуться, пройти по какое-то определенное время, будет мочить русню, и потом пойдут томагавки, наши родные американские томагавки, которые будут вместе с немецкими таурусами, с английскими Шторм Шэдоусами, с французскими скальпами и совсем их ведь наготовили, к чему-то готовились, именно под русню это все готовилось. Ведь Вторая мировая война, когда закончилась, Русня взяла на себя роль оси зла и занималась вот запугиванием всего мира. И наклепали вот этих ракет. Сейчас происходит перевооружение, потому что сейчас все оружие должно быть искусственным интеллектом. Все это должно быть на новом уровне быть, новые технологии сейчас. А что делать с этим? Ну, отдадим украинцам, пусть украинцы запуляют тогда и делу, и пользу принесут, и как бы и со склады освободят. Ну, все, оплатить кто будет? Русские заплатят за них. Ведь под них готовилось все это, правильно? Вот под них они и заплатят. 300 миллиардов на счетах тут в Европе лежат, которые еще даже не распаковывались. Ну и еще Россия заявляет, ну, немцы говорят, что 350 миллиардов долларов убытки Украине уже нанесен, а украинцы говорят 850 миллиардов. Но с учетом того, что в Украине коррупция нормально работает, то, наверное, обычно все как бывает. Вот тебе выделяют какой-то бюджет на столько-то, а потом в 2-3 раза бюджет уходит. Но украинцы сознанием дела, раз у русских брать, то можно же лепить, как говорится. Помните, как тот анекдот, когда там сидит, пишет русский там офицер, записывает, но офицер ему диктует, солдат записывает, сколько бусурман убили. Сколько убили бусурман? Ну там 100 человек убили, 10 человек убили, там 100 человек убили. И говорит, а что так, мать? Да не жалей их, пиши 1000. Точно так же украинцы. Они что жалеть, раз у русских забирать, то пускай 850 миллиардов будет. Там и разворовать еще нужно по старой уже традиции коррупционной. Надеюсь, конечно, украинцы избавятся от этой преступной просто, да, может, конечно, смешно, но это очень опасно во время войны, это преступная практика, позорная практика. Но как бы у оккупантов брать как бы не грешно, не грешно. Поэтому если 350 миллиардов на восстановление Украины, пускай это будет 850 и 350, возьмем посередине это, и пускай это будет 600 миллиардов, допустим, 500 миллиардов, это колоссальные деньги. И это России придется выплачивать. 500 миллиардов где-то
Россия должна чеченцам за оккупацию, за уничтожение, за убийство, за уничтожение заводов, фабрик и всего остального. Поэтому, ну, нормально так, Россия. На триллиончик ты уже встряла. Земли Китаю, Дальний Восток, Сибирь Китаю, Японию, Курилы, Калининград, наверное, американская база там будет. Тоже уже сигналы начали поступать от американцев, что не прочь бы они занять эту территорию. Ну, что там остается? Кавказ уходит, крымский, говорю, Татарстан, Башкортостан, Якутия, Бурятия, все уходит. Понимаете, все это уходит там под американцев, часть уйдет, часть под турков уйдет, ну там под Туран, так сказать. Ну, короче, все нормально, дамы и господа, Дион, все отлично, все нормально, Дион. Все, мне нравится, мне нравится. И это произойдет в ближайшие годы. Год, два, три. Год, два, три. Увидите. Дай Бог. Алло, в Москве, Питер и так пролетает. Руслан, ну это так, это пробные. Проверяют, где стоит ПВО, как оно реагирует, как бьются. Когда все полетит, по-настоящему полетит, тысячи полетят. Дронов, которые будут отвлекать ПВО, ракеты, которые будут точно бить в цель, куда нужно. И так далее, и так далее, и так далее. Там много чего подготовлено. Миллионная турецкая армия готовится, тоже днем и ночью тренируется. Там много чего, просто даже не представляете, когда все это уже будет подведено под нужные, вот, до нужной каденции будет доведено, вот в этот момент вот мы все увидим прекрасный день, такой прекраснейший. Это будет самый светлый день в моей жизни. Так что все нормально, готовимся всегда. Я всех призываю, чеченцев, уезжать с больших городов, уезжайте, не нужно, продавайте квартиры, вам это там все ничего не нужно. Готовьте там свои, у нас, например, в Германии уже давно нам уже рекомендовали готовить там на 3 дня воду, там таблетки, там лекарства, там бинты, такой тревожный чемоданчик, чтобы он всегда был. Поэтому будьте готовы ко всему. Будьте готовы ко всему. Да, не говори, Владимир. Так они удивляются, что я на русском говорю. А что, на каком мне говорить? На чеченском? Да так на чеченском я тоже иногда стрим провожу. А тогда меня украинцы не поймут, американцы не поймут, русские не поймут. Я же русских тоже спасаю. Просто вы этого до конца, вот имперцы, вы не понимаете. А нормальные русские мне спасибо говорят, понимаешь? Путину уже скучно, движухи захотелось. Да-да, причем Валентина самое интересное, что он говорит, не ему как бы скучно, а россиянам же скучно, говорит. Ничего не происходит, движуху давай. Он, оказывается, ради россиян старался. Они не новое имперство, новое дворянство хотели создать, а хотел он россиян развеселить, чтобы у них, ну скучно ведь, правильно, живут на деревне, скукота, короче, живут в городах, тоже скукота. Ну давайте движуху наведем, давайте, а какую движуху? Представьте, когда он бомбил Сирию, он это называл тренировками. Просто народ уничтожался, геноцид сирийского народа был. Он это называл учениями. Уничтожение украинцев он называет это движухой. Вот так, за движение. Ну, получите тогда движуху. Хорошо, хотели движуху. Знаете, как сказал Джохар Дуда, не знаю, насколько это достоверно то, что он сказал, но никогда не обижайте украинцев. Потому что когда они вернутся за тем, что вы у них заберете, они не умеют рассчитывать силы, и что они так могут, как, ну, я уже не точно цитирую, что как слон в посудной лавке, что живые будут завидовать мертвым.
Понимаете? Еще плюс нас он очень сильно, да, задел. Грузин задел, да, у них отжал территорию, да, украинцев задел, и еще евреев, ко всему прочему, еще убил 7 октября, геноцид устроил. Ну, это же он всех собрал, всех просто врагов себе собрал, лютых причем. Скоро вам всем хана, Деон. Салам из Баку, салам Баку, Зараш, салам алейкум. А вы за кого? За Израиль? А ты что, за Земра Нигара? А ты что, не за Израиль, что ли? Не может быть, Земра, я не могу поверить. Как это так, не за Израиль? Не, такого не бывает, Лё. Как это не за Израиль? Еще над мигрантами издеваются. Это тоже дополнительная такая убойная смесь. Причем над мигрантами издеваются уже 30 лет. Сами зазывают, там им рабочие места нужны, рабочие нужны, экономику поднимать, у меня деньги появились, все такое. Зазывали эти рабочих и их уничтожали, понимаете, на стройках таджиков, узбеков. Просто вот он упал откуда-то там с высоты, или сами убили его, чтобы деньги не отдавать какого-нибудь. И там же в бетон закапывали. Это огромное количество случаев было. Это просто пытались скрыть это, там потом родственники искали, находили, ментов привлекали. А некоторые вообще не находили. В рабстве держали людей. Документы отбирают, он языка не знает, ничего, денег нет, ничего нет, телефона нет. Они его там в рабстве держали. Вот рабовладельцы самые настоящие. О чем мечтает раб? Не о свободе, а о своих рабах. Вот и занимались этим, да. Так что мы все уже, да, мотивированы. Да, Гойда, будет вам Гойда. Точно будет вам Гойда, да. Вот мигранты могут там покуражиться, это я уверен. Полжизни наблюдал, как они унижали узбеков, таджиков, киргизов и так далее. Унижали не то слово. Абсолютно. От простых людей до ментов. Понимаете? Это такое разрешение бывает. Если менты вас документы спрашивают, вот к вам цепляются, то все обычная вот эта вся быдломасса, она считает своим долгом уколоть, задеть, там, где-то там никакого уважения. Просто это невероятно. Откуда столько свинства просто, фашизма, расизма в людях, непонятно. Вот такие вот дела, друзья. Вот такие вот дела-делишки. Вот тебе и Новый год. Я смотрю, у нас сегодня много подписчиков добавилось. Вчера, позавчера, когда был стрим, гасили как только могли канал. И сегодня, видимо, не догасили его, он прорвался. Уже более 150 человек подписалось за этот стрим. Но иногда бывает и 1000 подписывается. Потому что когда мы прорываемся на российский вот этот инфопространство, тогда люди жадно начинают поглощать нашу информацию и говорить: ого, наш человек. И начинают подписываться. Подписываться безопасно, опасно выявлять себя, говорить, где вы находитесь, друзья. Это как в советское время, помните, когда радио «Свобода» слушали, «Голос Америки». Вот теперь голос реалити вам, или голос Аслана Арцуева придется вам слушать, друзья. Может быть,
Нет, я все-таки не буду. Я так думаю, иногда в Телеграме все-таки сделать канал и начать общаться, потому что его-то не закроют, это их. Но все, кто будут ко мне туда заходить, их будут фиксировать моментально. Понимаете? Поэтому я пока в ТикТок останусь, потому что у русских такого спокойного доступа нет в ТикТок. Потому что китайцы баловать своих вот этих холопов кремлевских не будут, ФСБшных и всех остальных. Поэтому Телеграм я пока заходить не буду. Ну, то есть заходить я, может, буду туда, но я не буду там делать канал, чтобы вас подвергать опасности, да. Так. Много подписчиков, это хорошо же. Да, хорошо. Наконец-то мы прорываем блокаду. Кадыров сказал, что русские убили 300 тысяч чеченцев, из них 40 тысяч детей. Неужели вы простите этих убийц? А вы, кстати, обратили внимание, как они убивают Кадырова? Точнее, как его держат на крючке, чтобы он не сделал резких движений. Понимаете? Он им клялся верности, он убивал чеченцев, его отец убивал чеченцев, погиб сам, убивая, на посту убивая чеченцев. И Рамзан дальше продолжал его линию и так далее. И теперь его сын, по-моему, Адам, да, или какой у них такой, чуть-чуть светленький, он у них как аманат. Путин забрал его к себе в Москву, ну не к себе, там у него там, где этих детей ворованных хранит Путин, там же содержит, этого содержит. Самого Рамзана Кадырова пичкают, как Брежнева когда-то пичкали, и теперь из него делают растения, чтобы он абсолютно был управляем, абсолютно был контролируем. И вот таким вот образом они уничтожают. Представьте себе, как он верой и правдой им служил, как он был готов на все ради них. И при всем при этом берут, короче говоря, и вот так его травят. Да, такова вот империя зла, зла и насилия. Просто ублюдочная страна. Уничтожает, не доверяет никому, уничтожает даже тех, кто ей служит. Вот она. Вот так. После этого, чеченцы, запомните, как служить этой фашнявой русне. Запомните. Наша Раша, сериал про Равшана и Джамшута, описывает настоящее отношение к среднеазиатским мигрантам, да и к другим народам тоже. Абсолютно с тобой согласен, Иван. Если бы это была бы цивилизованная страна, если бы это была бы человечная страна, там просто в принципе не мог появиться такой сериал про Равшана и Джамшута. Причем играют его, как вы понимаете, не самые русские его играют. Хотя там русские как хозяева там маячат. Но играют, как мы понимаем, не самые русские. Хотя эти не русские хуже этих русских имперцев. Потому что, ну, конченые мрази просто, подонки. Да, это фашизм, самый настоящий фашизм, который они используют. Просто любой сайт по сдаче квартир открываете, там смотрят, самый большой ЦИАН был. Я просто список брал и всех их прозванивал. Сдаю квартиру ни Азия, ни Кавказ, только русским, только славянам. Ни Кавказ, ни Азия, ну можно с домашними животными. Понимаете? Понимаете, что это такое? Понимаете? Людей нельзя им. А собаками, кошечками можно. Хотя некоторые собаки лучше некоторых людей, конечно же. Но и все же вот такое. Это открыто писалось. Вот ты потом я им звонил, я просто подряд их всех обзванивал и говорил им все, что я о них думаю. Но обычно, чаще всего, это, конечно же, риэлторы бывали, которые сдают эти квартиры. И они там извинялись, извините, ради бога. Но я им все высказывал.
Тренировался, да. Перед тем, как начать стримы, я вот тренировался на риэлторах. Так. Наши деды отвоевывали территории России, а теперь мы для них Равшаны и Джамшуты. Совершенно верно, абсолютно так. Когда закончилась Вторая мировая война в республиках Средней Азии или Центральной Азии, Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан, там и все остальные, Казахстан, многие другие, особенно чем дальше в ту сторону, тем больше. Я читал где-то, что мужчин вообще не было просто. Женщины, дети просто. Подростки были, из парней. Все, никаких мужчин на улицах не было. Стариков можно было где-то встретить. Все полностью. Самые большие потери во Второй мировой войны на стороне Красной Армии понесли именно выходцы из Средней и вот, азиатских республик Советского Союза. Их просто вот так посылали и просто уничтожали. У всех были огромные потери, конечно, колоссальные у всех потери были, но самые большие потери были у представителей вот этих азиатских республик в Советском Союзе, которые находились. Да, вот такая вот благодарность тем, кто сражался, погибал там и так далее. После 4 лет войны у всех были минус населения, в первую очередь, конечно же, мужское население, и только у русских был небольшой прирост населения. Русские тоже погибали, все это понятно, но в основном русские были командирами. И потом уже в начале Москву защищали там, когда нужно было срочно русские, а потом всех таджиков, узбеков, кавказцев, кого только возможно, татар, всех казахов, всех гнали, всех, понимаете? Вот такие вот дела. И даже сейчас вы можете наблюдать, как они возмущаются. Говорят, а почему здесь таджик приехал с другой стороны подметать ей улицу, например, или там перевозить там какую-то доставку еды ей делать? А она рассказывает, а почему эти здесь ходят, а наши русские парни там воюют? Представьте себе, какая извращенная просто фашистская логика у женщины в голове, у человека. Представьте себе, он с другой стороны, иностранец, приехал себе кусок хлеба зарабатывать, абсолютно бесправно в этой фашнявой русне находится, его еще там каждый мент считает своим долгом ограбить и там оскорбить его как-то. И еще она возмущается, почему он не идет. Вот мышление, менталитет просто фашистов, самых настоящих фашистов, далеко ходить искать не надо. А эти русские имперцы для того, чтобы завоевать Украину и сделать еще более великой свою фашнявую русню, вот в этой войне таджик должен ехать, там погибать за них. Понимаете? Наши русские парни сражаются, эти здесь, они наших Наташ будут там жениться там и так далее. Конечно, будут, а что им еще делать? Империя передала Яну. Шалом тебе, дорогой. Да, надеюсь, империя перед развалом. Посмотрим. Насчет Голодомора, он был не только в Украине. Мало кто об этом говорит, но Голодомор был и в Казахстане, Узбекистане, да, в Таджикистане. Совершенно верно. Все это было, правда. И знаете, Голодомор это ведь было такое, это искусство, никакого же продовольственного кризиса не было. Посмотрите просто Украину, каждый день мы видим вот кадры, где они воюют. Понимаете, вот вы землю посмотрите, особенно летом. Это просто самая плодородная земля, которая может быть. Они больше всего зерна производят. У них просто ты палку воткнешь, она сразу цвести начинает. Вот такая у них земля. Там голодомора быть в принципе не может. Голода быть не может. Продовольственного кризиса быть не может. Люди, трудолюбивейшие люди, которые никогда не останутся. У них все отбирали, их доводили, морили голодом. Это делалось не просто так. Это делалось для того, чтобы не было помощи украинским партизанам, которые сражались за свободу и независимость Украины. То же самое касается стран вот, Азии.
Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, там тоже были свои борцы за свободу, и чтобы им не помогали, их начали всех морить голодом. Просто отбирали все, и люди просто уже каким партизанам помочь, тебе своих детей прокормить надо. И вот таким вот образом они уничтожали сопротивление. Уничтожали ли каким варварским, каким самым жестоким, самым бесчеловечным способом они уничтожали огромное количество людей. Огромное. Женщин, детей, стариков. А это недоедание, это обязательно болезни. Обязательно, даже если ты не умираешь от голода, ты умираешь от тифа, от чего угодно. И все. Ешь, что попало, и так далее. Маш Вовель, Джеки Чан, да, Маш Вовель, давай, да, что с тобой стало, куда ты пропал, да? Сам гадай, тайн. Шутка, да. Так. Украинцев тоже много во Второй мировой погибло, очень много. Отмена русскости и их культуры. Брезгливое отношение повсеместно ждет россиян после войны. Как-то случилось с немцами после Второй мировой. Я не знаю Георгия Абуладзе. Я на самом деле очень хорошо знаю русских. Очень хорошо. И среди них есть как имперцы, которых большинство, конечно же, и основная скрепа это имперство, великие русские, все это. Но также есть абсолютно нормальные люди. Я, например, категорически против, как человек, который их знает, очень хорошо знает. Там есть и подонки, и мерзавцы, как во всех народах. Но есть и достойнейшие люди. Я категорически против того, чтобы огульно их всех обвинять. Хотя я, когда вкладываю слово «русский», я никогда не вкладываю этническую их принадлежность, я в это вкладываю их политическую принадлежность. А русские это в первую очередь, это люди, которые потеряли свою национальную идентичность в прошлом, в поколениях, и стали русскими. То есть искусственная нация русские, которые объединились в одну общность, которая называется сегодня, как мы знаем, русский. Русский язык искусственный, русская национальность искусственная, и как и американская национальность, в отличие только от американской, там свободные люди объединялись, а тут, уничтожая идентичность свою, именно поэтому так усиленная нашу идентичность они хотят уничтожить, чтобы мы тоже стали Иванами, не помнящими родства. Но по большей части и сформировалось это общество, и оно стало имперством таким, имперством. Ты великий, потому что у твоего барина дом лучший, ты сам холоп, ты раб, но у твоего барина лучший дом, чем у барина другого барина. И ты хвастаешься не тем, что ты свободен, что ты великий, или у тебя дом высокий, большой, а ты хвастаешься, что у твоего барина. И вот этот менталитет русских, он остался. Вот с тех пор он вот так он и идет. Они, лежа под забором, они мечтают о великой России. Причем убивая любого, и украинца, и там, православного, и русского, который там же в Украине православный, и чеченца, который мусульманин, и еврея, который иудей, и буддиста, который калмык там или кто-либо другой. Это сплошь и рядом. Поэтому не знаю я категорически против огульно обвинять всех русских, потому что я их просто хорошо знаю. Я их знаю лучше, чем даже они себя знают. Поэтому я против этого. Но вот эти эксцессы, они будут в любом случае. Будут говорить уже сейчас тут разные вбросы делаются, что там
наши земли, наше то, наше это. Там. Да, кто-то может земли забирать, но я против того, чтобы людей изгонять с этих земель. Если эта земля принадлежит черкесам, по закону он может это доказать черкесам. Ну да, тогда Россия должна возместить за что-то как-то, да, тогда полагается. Ну, все в рамках международного права и в соответствии с уважением международному гуманитарному праву, конвенциям о Женевских конвенциях, с учетом Женевских конвенций и так далее. Как-то так я это вижу. Как-то так. Поэтому... Так, что у нас еще тут было? Регионы могут отделиться от России или только республики? Ну, что значит регионы, ты имеешь в виду? Что значит? Каждый имеет право на свободу и суверенитет. Главное было, чтобы это общество хотело этого. А так, ну, я не знаю, если речь идет, например, о Дальнем Востоке, он отсоединится, я думаю. Не будет больше Дальнего Востока в составе Москвы, например. Этого не будет. Китай займет и часть Дальнего Востока, часть Сибири. Другую часть займут американцы и англичане. В этом тоже я нисколько не сомневаюсь. Японцы заберут свои Курилы. Ну и так далее, и так далее. Мы это все увидим. Например, Турция заберет большую часть Кавказа, Закавказье, скорее всего. Азербайджан, Армения, все уйдет под Турцию. Ну, я думаю, Армения-то останется, я надеюсь, с Америкой, чем больше с Турцией. Ну, посмотрим, как все будет. Как-то так. Там есть, о чем сейчас Пашинян говорит, что турки строят Туран, и им через Армению нужно дойти до Азербайджана, и потом Каспий, и, соответственно, Туркменистан, и вот дальше нужно туда свой единый языковой вот этот Туран создать. Армяне сказали, что на территории, если Армении будет американская база, в этом случае мы согласны пропустить Турцию через свою территорию. Ну, это очень мудрый шаг. На самом деле армяне всегда были мудрыми. Всегда, не всегда они были против России, правда, мягко скажем, но всегда были не глупыми, точно. И в этом случае, если там находится, в Армении находится, например, американская база, в Грузии находится американская база, на Черном море, например, ну, тогда все отлично. И еще в Ичкерии нам нужна военная база. А если мы, например, через Дагестан выйдем на Каспийское море, то там тоже можно поставить морскую базу в Каспийском море. Ну, как-то так, да. Посмотрим. Каспийское море — это большой такой клондайк нефти. Посмотрим, как что будет. Но интересные события разворачиваются. Очень интересные события. И всем нам нужно быть готовым к тому, что нам придется очень много сражаться и в информационном смысле, и даже, может быть, в военном смысле, для того, чтобы отстоять свободу. Посмотрим, как будет. Посмотрим, смогут ли нас разделить кавказцев. Сейчас у нас есть общий враг Россия, там азербайджанцы, чеченцы, то там грузины. Мы всегда были там с армянами, у азербайджанцев был конфликт, сейчас он вроде бы заканчивается, и слава богу, и он не между азербайджанцами и армянами, он русскими искусственно, Российская империя искусственно созданный конфликт, и это нужно как-то будет решать, да, даст Бог, это все решится. Ну а так, Армения, Ичкерия, Грузия, Азербайджан, и нам не дать тебя разделить. А нас будут делить, вы увидите. Сейчас сперва мы против России, сейчас пока стоим, а потом нам будут говорить: нет, мы не против России. Теперь мы здесь главные, там, ну, провокации. Не дай бог, конечно. И нам нужно быть мудрыми и идти вот в это будущее готовыми к тому, чтобы быть всегда в единстве и в братстве, которое у нас было на самом деле. Было и есть до сих пор.
По религиозному признаку попробуют разделить, но мы-то, грузины, знаем, что нам, чеченцы, ингуши, дагестанцы, у нас огромная история соседства. Да, Георгий, совершенно верно. Нас делить по религиозному признаку мы не должны дать себя делить. У нас есть Гамсахурдия и Дудаев, которые объединялись в Кавказский дом. Мы хотим Кавказский дом. Без деления по религиозному и национальному признаку мы должны единый такой европейский такой Кавказский дом, Кавказский союз сделать. Посмотрим, что у нас получится. Будем мы мудры. Повезет ли нам в истории, например, Гамсахурдия и Дудаев были очень мудрыми людьми, очень такими опытными товарищами, и очень опытными в этих хитросплетениях, знакомы с этими российскими хитросплетениями. И все равно им не хватило сил, возможностей. Просто было такое время, когда Россия была прозападной, Запад был пророссийским. И мы остались один на один. Фактически нас оставили, бросили нас. Сказали, да, Россия скоро станет демократической, давайте потерпим немножко. И мы пришли к тому, к чему пришли. Ну, сейчас ситуация в корне изменилась. Теперь Россия антизападная, Россию уже ненавидят все. Это будет продолжаться до полного поражения фашистской России, и оно произойдет. И оно произойдет. Ну, как-то так. Так. Салам алейкум всем из Баку. Уважаемый стример, смотрел вас лет 5 назад в формате рулет, потом ваш канал куда-то исчез. Подскажите, планируете ли вы рулетку в будущем? Бомбовый контент. Суетолог. Ва алейкум ассалам. Баку, приветствую вас, друзья. К сожалению, нет, я пока не планирую чат-рулетку. Может быть, на другом канале нужно будет заняться этим, но это так много времени убивает. И если не делать на своем основном канале, который они постоянно атакуют, мне жалко просто, слишком много у меня здесь всего набрано. И поэтому мне как-то не хочется расставаться с каналом. Открывать новый канал, у меня есть каналы, можно попробовать, но это так много времени убивает и так много мата, который в нашей чеченской культуре, он абсолютно не приветствуется. Не только даже когда я говорю, даже когда просто я присутствую, когда об этом матом говорят. Поэтому вырезать приходится, затирать приходится эти маты. Ну и убивает очень много времени. А сейчас я и работаю, и веду вот эти стримы, и еще много чего приходится делать. Поэтому пока нет, друзья, пока нет. Но если наступит, я с удовольствием пообщался бы, давно не общался, интересно даже было бы самому пообщаться с россиянами, послушать, что же они сейчас говорят, какие аргументы они выдвигают в свою пользу. На этом я свой стрим заканчиваю, друзья. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Слава Украине, все будет Ичкерия. Адикюэль, Маш Оэль. До свидания, друзья.